Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Айсен Николаев рассмотрел ход строительства кардиососудистого центра и онкоцентра. Планируется доставка посылок дронами в арктические районы Якутии. Расскажем об итогах соревнований спартакиады «Игры Манчары». Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,04. В Москве показатель также увеличился и составил 0,94. Индикатор по-прежнему превышает единицу в 8 из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Ниже он только в Москве и Подмосковье. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года. Сейчас коэффициент применения, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает единицы. Глава Якутии Айсен Николаев провел выездное заседание оперативного штаба по координации строительства и реконструкции объектов, реализуемых в рамках национальных проектов и государственных программ республики. В процессе работы рассмотрен ход строительства кардиососудистого центра, онкоцентра, а также объектов по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Онкоцентр рассчитан на стационар на 180 коек и поликлинику на 210 посещений. Также на заседании оперативного штаба рассмотрены вопросы строительства больничного комплекса в Усть-Мае, поликлиники в Татинском районе, второй очереди больничного комплекса в Чурапче, больничного комплекса в городе Вилюйске и больничного комплекса с поликлиникой в Хану. Айсен Николаев потребовал усилить контроль за ходом работ на дальних объектах. Это самый современный на Дальнем Востоке кардиоцентр, который предполагается объектом, который будет все услуги здравоохранения по кардиологической части, по сосудистой части проводить и абсолютно на новом уровне, с самым современным оборудованием, с самыми современными подходами к лечению. Поэтому для нас на сегодняшний момент это самый большой вызов сделать его своевременно, качественно и в конце этого года, чтобы он уже был полностью способен принимать пациентов. Ну и, конечно, это, поскольку это федеральные средства, это в рамках единой субсидии Минвостокразвития. Это очень, для нас мы очень благодарны, что такой объект вошел в эту программу. И, конечно, для нас он тем более ответственный, поскольку мы должны оправдать доверие, которое нам федеральные наши коллеги оказали в части того, чтобы такой объект на территории республики у нас появился. Эфир телеканала продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке республики. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Расскажите о пожароопасной обстановке на сегодняшний день. На сегодняшний день у нас на территории республики действует 308 пожаров. На территории площади более 1 миллиона квадратных гектаров. Да? И тушится из них 79. Локализовано за сутки 20 пожаров, ликвидировано 18. При этом дополнительно обнаружено 21 пожар. И также на этих пожарах участвует и тушат более 2000 человек, 2701, и работает более 300 единиц техники. У нас из регионов прибыли 810 человек, которые работают на территории республики. На зоне контроля в пределах 10 километров есть 13 населенных пунктов. Из них 4 – это ближайшие населенные пункты, в котором действует пожар в пределах 5 километров. Это в Горном районе, Верхневилюйском, Усть-Майском и Усалданском. В Верхневилюйском – это село Балаганнах, в Горном – Дикимдя, в Усть-Майском – это Эльдикан и в Усалданском – Берия. И, безусловно, все эти пожары у нас на особом контроле.
Первая задача – это не допустить, конечно, угрозы и пожаров на территории населенных пунктов. Сегодня штабам даны указания для того, чтобы провести примитивные мероприятия, для того, чтобы не произошло таких трагедий, как у нас произошли на территории Российской Федерации, в частности, Челябинской области. Дано указание, чтобы были вырублены сухостои, ближайший лес в пределах расстояния, которым указывается качественное нарушение со стороны надзорных органов, ну и строения, которые представляют тоже угрозу и остаются бесхозными. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Посылки планируют доставлять дронами в арктические районы Якутии. Такой способ доставки возможен через несколько лет. Об этом сообщил генеральный директор Почты России Максим Акимов в ходе визита в Якутию. Сегодня этот метод тестируется в 4 регионах, включая Чукотку. Отмечается, что дальность полета подобной техники составляет от 300 до 400 километров. Грузоподъемность от 50 до 150 килограмм полезной нагрузки. Кроме того, Почта России намерена улучшить условия отделения почтовой связи в Якутии и наращивать объемы перевозимых грузов путем сотрудничества с местными авиакомпаниями. Порядка 21 километра автодороги УМНАС заасфальтируют в Якутии в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные дороги». Вопрос сохранности автодороги, на которой наблюдается интенсивность движения больших грузов с перевесом, будет решен в сентябре этого года с устройством автоматического пункта весового и габаритного контроля. За нарушение при перевозке грузов для юридических лиц предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей. Отмечается, что аппарат способен отслеживать не только перевес с крупногабаритами, но и скоростной режим, госномер автомашины и интенсивность движения, поэтому будет действовать круглогодично. Сегодня автодорога УМНАС по нормативам выдерживает допустимый максимальный вес автомобиля с грузом до 44 тонн, однако грузоперевозчики превышают эту норму почти в 2 раза. Также новый асфальт уложат на 2 улицах Нерюнгри до 15 августа. Ремонт дорог проведут на улицах Чурапчинская и Амосова в Нерюнгри. Работы на Чурапчинской стартовали 10 июля. Планируется уложить асфальт от дома номер 38 до конечной автобусной остановки. Сообщается, что ремонтируемый участок будет перекрыт до 26 июля. При этом остановка напротив СОЖ номер 15 временно станет конечной и отправной. Также начат ремонт улицы Амосова на въезд в город. Работы планируют закончить до 15 августа. Итоги игр «Манчары-2021» подвели в Горном районе. С 6 июля спортсмены со всей республики состязались по 11 видам. Борьбе хапсагай, гиревому спорту, масс-рестлингу, легкой атлетике, якутским прыжкам, национальному многоборью, северному многоборью, стрельбе из лука, полевой стрельбе, конным скачкам и настольным играм. Всего в соревнованиях приняли участие 1568 спортсменов из 40 команд. Был разыгран 191 комплект медалей. В ходе спартакиады установлены 4 рекорда Якутии. В 2025 году игры «Манчары» пройдут в Татинском районе. Ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией в дни проведения игр «Манчары» среди участников соревнований не зарегистрировано. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Хангаласского и Горного районов Афанасий Алексеев. Но, тем не менее, лицам, которые участвовали на соревнованиях с ПЦР-тестами, необходимо придерживаться режима самоизоляции по прибытию домой. Всего во время проведения игр «Манчары» было развернуто 22 медпункта в селе Бергедистях, 3 временных пункта на федеральной трассе Вилюй, а также 2 изолятора для лиц с подозрением на COVID-19 в 2 наслегах Горного района. 21-я спартакиада по национальным видам спорта игры «Манчары» вызвала огромный интерес не только у жителей нашей республики, но и далеко за ее пределами. Причем все больше интерес спортивные мероприятия стали вызывать у молодого поколения. Так, на играх побывал спортивный блогер из Москвы Виктор Кравченко, который ведет популярный YouTube-канал «Площадка». Он поделился своими впечатлениями об играх «Манчары» с подписчиками. Слушайте, я был в Ленске 4 года назад и узнал про Исых, да, ваш Новый год.
Вот, и увидел там Хапсагай. Там же тоже занимаются, да, разными, немножко другие. Камень перетягивают. Вот. А год назад я узнал, что существует такая вещь, как манчары. И год назад я себе пообещал, что я окажусь здесь вообще прям при любых обстоятельствах. Я надеялся, уже к этому моменту пандемия закончится. Вот, но я очень рад здесь оказаться. Я не знаю, сколько некоторым видам спорта лет, как нарты, прыжки там, или метание топора, мне кажется, лет 400-500, не представляю. И как вы это донесли до 2021 года, для меня тоже загадка. Самое интересное, как это все до сих пор существует, на чем это все держится, ну, видимо, правительство поддерживает, наверное. Вот это для меня самое интересное, наверное, что это до сих пор существует, и столько людей в этом во всем участвует. Общий тираж печатных СМИ в России сократился на 50%. Такую статистику привел Союз предприятий печатной индустрии в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В Ленске в неделю почтальон разносит 500 экземпляров прессы. Сюжет продолжит тему. Со сбора сумки начинается каждый рабочий день Анжелики Тобаховой. Заказные письма, газеты и телеграммы желают попасть к адресанту. В среднем ноша почтальона 5 кило. За день ленчанка проходит по 8-9 километров. Собак не боится. В основном они в частных секторах. Ну, таких бродячих, ну, мало. Как бы нам и отпугиватель дают. Почтальон сегодня как человек из прошлого. Ленчане все реже заглядывают в почтовые ящики, ведь чтобы узнать новости, не нужно теперь вставать с дивана. Вы сейчас выписываете газету, прессу, журналы? Нет. Нет, Вообще не выписываете? нет. Я читаю через интернет и новости как бы знаю вперед того, что приходит в газете. Нет. А как вы узнаете информацию? По телевизору. Нет, не выписываем. А как узнаете информацию? Из интернета. Свежую прессу все же выписывают. В неделю разносят 500 экземпляров. Среди популярных – местная газета, журналы про здоровый образ жизни и полезные советы. А вот рукописных писем еще меньше. Если заказных в месяц приходит по 6-7 тысяч, то простых – 200. Сейчас много писем заказных, то есть организации все работают с заказными письмами, посылки. Сейчас очень много международных пакетов. Из-за границы люди выписывают товары. Обработка посылок. Вот чем сейчас занимается почта. В день может приходить от 200 килограммов до 1,5 тонн коробок. Сейчас в мобильном приложении Почты России можно назначить удобное время и дату и забрать посылку без ожидания. Почта выходит в электронное пространство. Теперь информацию не ищут в заголовках газет, не пишут письма. На смену пришел Google, Telegram называют уже мессенджеры. В этом мире информационных технологий легче удивить близких простым письмом с маркой. Ведь лучше вручную написать, как вы по ним скучаете. Дарья Боискорова, Алекс Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом пока все. До встречи.